Также случилось у нас и хорошее событие. Рада наконец-таки приняла закон об украинском языке за, как видите, 278 против 38. 5 лет, если я не ошибаюсь, не могли принять этот закон, и наконец-то его в конце концов приняли. Я считаю, что это важнейшее событие. Это важнее даже, чем выборы. Это важнее разговоров о том, кто будет следующим президентом, Порошенко или Зеленский. Это важнее того, будет ли Украина, не знаю, там, президентской республикой, парламентской, президентско-парламентской. Все эти вопросы, они тактические, вопрос о стратегии, об украинском языке, он стратегический. Да? Вот, казалось бы, я, как русскоязычный журналист, мне-то казалось бы, наоборот, вообще лучше бы, чтобы русский язык был, да, потому что я там испытываю проблемы с квотами, мову, потому что я дурак, я так еще и не выучил, да, мне надо подпадать под квоты на русский язык, мои книги там, изданные на русском языке, не продаются, и мне казалось бы, для меня было бы замечательно, чтобы везде там в Украине был русский язык, да, ничего подобного, вопрос не в моих хотелках и не в моих там проблемах, и вот я как не гражданин Украины, да, я понимаю, что Украина важнее моих хотелок. Украина важнее моих желаний, да, и там моего благосостояния, моей работы. Закон о языке — это стратегически важное, правильное решение, потому что речь идет даже вообще не о том, я сейчас бредни про то, что там в Украине притесняют русский язык, я их опровергать не буду за очевидной их бредовостью. Вопрос не в том, будет ли наше поколение, будем ли мы говорить, да, на российском языке, да, или там спілкуватися мовою. Вопрос не в этом. Как русскоязычное поколение говорило по-русски, так оно и будет говорить. Вопрос даже не в наших детях, вопрос в наших внуках. Здесь вопрос в том, на каком языке будут говорить наши внуки. Потому что, смотрите, Эстония вышла из состава Советского Союза в 1991 году. И сейчас в Таллине нет проблем общаться по-русски. Ты идешь в магазин, можешь говорить по-русски спокойно. Ты идешь на заправку, можешь говорить по-русски спокойно. В любом ларьке ты сигареты, там, не знаю, жвачку, что угодно, там, мороженое можешь купить, в общем-то, по-русски. А вот в бар уже проблемно. В баре по-русски общаться уже проблемно. Потому что в магазинах это неквалифицированный труд, да, продавцы, там, рабочие, уборщики, весь это неквалифицированный труд. На нем работает русскоязычное население, а в барах работает уже эстонская молодежь, которая подрабатывает, она эстоноязычная. И вот эстонская молодежь русского языка уже не знает. Прошло 30 лет, ничто не говорит о том, что их отцы или их внуки когда-то были в составе империи, когда-то говорили на русском языке. Вот это тот временной лаг, на который надо рассчитывать. Вот это тот временной лаг, который показывает, есть ли в стране государственное строительство или нет в стране государственного строительства. Да? Вот в Эстонии оно есть, Эстония все сделала правильно. И ну, никому же в России, никому же в голову не придет говорить о том, даже кургиняну какому-нибудь, да, с пеной у рта, в России уже не придет в голову говорить о том, что русские эстонцы там братский народ, да, или там советский, общий советский народ, как это было, как это говорили тогда, как это было принято тогда, да. Поэтому это, конечно, важнейшее решение, но я бы даже пошел еще дальше. Знаете, я бы даже пошел еще дальше, потому что, смотрите, если посмотреть, кто мы же братьям-братушки, то получается интересная такая раскадровка, да. Смотрите, вот сербы с хорватами говорят фактически на одном языке, да, сербский и хорватский начал расходиться лет, наверное, 20 назад, я думаю, может быть 30, наверное, может, в то же самое время, да, начал расходиться на два языка, до этого это был один язык, сербско-хорватский, да, он совершенно не так различается, как российский и украинский, абсолютно не так. Если вы скажете хорвату, что он говорит на сербском, он, конечно, сломает вам нос, да, но все равно язык начал расходиться намного меньше и похож намного больше. Почему сербы братушки, а хорваты нам не братушки? И те славяне, и те христиане, и те говорят на одном языке. Потому что в Сербии православие, кириллица, в Хорватии католицизм и латиница, да? И то же самое, если посмотреть по всем славянским странам. Польша католицизм, латиница, Чехия там большинство католицизм, латиница, Словения католицизм, латиница, Словакия католицизм, латиница, и
те страны, которые братские народы, которые братушки, да? Беларусь, русский язык, кириллица, православие. Украина, русский язык, кириллица, православие. Черногория, кириллица, православие. Македония, кириллица, православие. Я считаю, что именно поэтому многие эксперты говорят, что после Черногории следующей будет Македония. Из этого мы можем вывести совершенно точную раскадровку, что в тех странах, где кириллица и православие, те страны всегда приходят спасать мы же братья, приходят обниматься и целоваться в десны. Болгария то же самое, пожалуйста, да? Поэтому я бы вот с этой раскадровкой очень хорошо коррелирует лозунг бывшего кандидата в президенты и бывшего президента, да, армия, мова, вера. Но я бы пошел еще дальше, я бы этот лозунг сделал бы армия, мова, католицизм, латиница. Если Украина действительно хочет избавиться от объятий империи, действительно выйти из-под ее влияния. Но в любом случае поздравляю Украину наконец-то с принятием этого закона.